По сигналу тревога выезжали 3 расчета пожарных на данный пожар. По приезду было установлено, что на территории частного домовладения горят 2 шатовых дома. Осторожно с установкой счетчика. Несоблюдение правил безопасности привело к пожару. Подробности в выпуске. Основные были 3 задания. Нужно было прочитать текст, пересказать его, вставить цитату. Дается цитата, ее нужно вставить туда, куда она более всего подходит. Первые серьезные испытания. Российские девятиклассники сегодня прошли собеседование по русскому языку. Так, вам сейчас выпишешь штраф по статье 12.5, часть 3.1. Ремень безопасности надо уже воспринять как должное, уверены сотрудники ГИБДД. Он еще не раз спасет вам жизнь. Наш поезд тронулся в час ночи. В нашем вагоне было 2 буржуйки, с помощью которых мы грелись, топили снег и готовили есть. К годовщине депортации ингушского народа. История семьи Дзаитовых. На картинке все понятно. Когда ты подходишь к скале уже, к рельефу, то немножко теряется ориентация. Взбираясь все выше, расскажем о том, как в Ингушетии проходит чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Здравствуйте, это новости 24. «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму поправки касательно использования материнского капитала. Согласно дополнениям, предусматривается продление действия программы мат-капитала до конца 2026 года, а также его ежегодная индексация. Предлагается выплачивать деньги семьям, в которых с 1 января текущего года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей. Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента России и озвучены им в ходе послания Федеральному собранию. В своем обращении Владимир Путин выдвинул целый ряд предложений на тему соцподдержки, в том числе по увеличению выплат на 150 тысяч рублей при рождении или усыновлении второго ребенка. На прошлой неделе глава государства поручил Кабинету министров внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами мат-капитала. Буквально накануне в Назране на улице Гражданской произошел пожар, сгорели частные щитовые дома. К счастью, никто из жителей не пострадал, но вот с имуществом пришлось попрощаться. Что стало причиной возгорания и о том, как справлялись со стихией, рассказали нашему корреспонденту. Дом вспыхнул как спичка. Огонь мгновенно распространился на всю постройку. От 250 квадратных метров жилой площади остались одни обломки. Удалось сохранить только 2 стула. Семья, к счастью, не пострадала. Вовремя из-за странных звуков проснулся хозяин домовладения Юнус Муцольгов. Я газелоты никто, она хал девятки агает хашти. Замкнуть Юксу хари хачди, но опять же газели мочуса. Юкчи хасу газель юак андица. Та то, киз я бачу дулдар стрелять де. Чурдар уже. Локализовать пожар долго не удавалось. Та ночь была одной из самых холодных, подмерзли даже водопроводные трубы. Пришлось размораживать. На помощь пришли соседи, но этих сил оказалось недостаточно, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию. Пожарные службы прибыли на место сразу после сигнала. По сигналу тревога выезжали 3 расчета пожарных на данный пожар. По приезду было установлено, что на территории частного домовладения горят 2 шатовых дома. Были приняты меры по тушению пожара. Как видно, спасти ничего не удалось. 2 шатовых дома уничтожены огнем высокой температуры. Также нажитое все имущество хозяев данных шатовых домов тоже уничтожено огнем.
Два домовладения находились в центре небольшого двора. Расстояние между ними всего несколько метров. Пожарная служба и очевидцы старались не допустить распространения огня на соседние строения. Им это удалось. После тушения сотрудники МЧС начали разбираться в причине происшествия. Дом был построен своими силами и простоял всего 5 лет. Электропроводкой также занимался сам хозяин. Нанять рабочих просто не было средств. Счетчик установили в неположенном месте, что и стало причиной возгорания. Установка счетчиков, электрорубильников на деревянном основании, на горючем материале устанавливать неправильно. Это зачастую основная причина пожара на сегодняшний день. Это короткое замыкание. Устанавливают и сами собственники. Сами мы все это сделали, дитё. Таган дитё, она хылахан дир, таган дитё, сон дитё, хам арья, бирж гланус, аз дакал дер фут, сод дитё, на дизель бирж ардах, сакори тон хамцедари. Правильная установка рубильника могла бы сохранить семейное имущество, нажитое годами. Теперь, потеряв все, им приходится ютиться у родственников. Из сгоревшего дома Юнусу удалось схватить только документы. Родные и близкие стараются всеми силами помочь погорельцам. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня по всей России девятиклассники проходили итоговое собеседование по русскому языку. Так проверяют коммуникативные и аналитические способности с оценкой «зачет», «не зачет». В Ингушетии было заявлено 5500 учеников, задействовали 20 пунктов. Это обязательный этап для допуска к государственной итоговой аттестации. Дана Плиева расскажет. Третья тема, почему важно соблюдать этикет в общении. Я выбрала первую, но вам советую выбрать что-то другое, потому что не наберется 10 предложений. Что же там творится за закрытой дверью, какие трудности были при решении заданий? Зайти туда самой первой отважилась Амина Тумгоева. Вот и делится с подругами полученным опытом. Да и задания оказались не такие уж и сложные, как рисовало воображение. Основные были 3 задания. Нужно было прочитать текст, пересказать его, вставить цитату, дается цитата, ее нужно ставить туда, куда она более всего подходит. Было задание выбрать тему и монолог составить. Должно быть не менее 10 предложений. Это то, что вызывает более-менее затруднения. Так все было просто. Первое задание прочитать текст и пересказать все прошло хорошо. Единственное, немного растерялась там, где нужно было составить монолог. Но и там по картинке начала придумывать, рассказала. Устное собеседование по русскому языку, стартовавшее сегодня во всех школах страны, своеобразная проверка знаний, приобретенных учеником в течение 9 лет и главная ступень к одному из 2 основных школьных экзаменов – ОГЭ. Цель собеседования – показать свои коммуникативные навыки и умение анализировать текст. Но, как и перед любым экзаменом, волнение и страх ребят никуда не деть. Он пробовал себя в художниках, но у него ничего не получилось. И он начал собирать картины европейских художников. Конечно, волновалась. Это мой первый экзамен. Было мне очень страшно, но зайдя туда, это оказалось не слишком-то и сложно. Время на экзамен для каждого 15 минут. Для успешной сдачи нужно уметь владеть нормами литературного русского языка, правильно ставить ударение в словах, не допускать речевые и грамматические ошибки. Состоится пересдача для тех, кто не явился или же сдал на незачет. Для них будет отдельно выведен день, и мы проведем повторный экзамен. Устный экзамен, он развивает речевые данные ребенка, умственные. И поскольку письменный экзамен не дает таких возможностей, то, конечно, очень правильно, что включили именно устный экзамен. Сегодня экзамен в стенах 6-й Назарановской школы сдают порядка 69-классников. Общее количество баллов за выполнение всей работы 20. Но зачет можно получить, если набрано от 10 и более баллов. Так что шанс сдать есть у всех, уверены педагоги. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Автоклав или паровой стерилизатор медицинского назначения поступил сегодня на вооружение Малгобекской центральной районной больницы. Новый аппарат, приобретенный за счет совместных усилий администрации и городского совета Малгобека, стал долгожданным подарком для всего медперсонала.
Необходимо сказать, что обработка медицинских инструментов и материалов с целью их стерилизации – это ответственный и серьезный процесс, от качества проведения которого зависит здоровье пациентов и врачей. Процедура должна гарантировать полное уничтожение патогенных микроорганизмов, потому что инструменты, прошедшие этап стерилизации, будут повторно применяться в других медицинских процедурах при осмотре и лечении пациента. Этим коронавирусом мы решили подарить этот аппарат, чтобы наши граждане, жители города, района в том числе, не сомневались в том, что им предоставляют самое лучшее обслуживание. И все те инструменты, они стерилизованы, чтобы люди могли свободно приходить и сдавать анализы и так далее. Все в медицинском порядке. А теперь о средстве пассивной безопасности водителя и пассажиров в автомобиле. Согласно статистике, вероятность смертельного исхода при фронтальном столкновении для автолюбителей, пользующихся ремнями безопасности, уменьшается в 2 с лишним раза. При боковом столкновении почти в 2 раза, ну а при опрокидывании автомобиля в 5 раз. Польза очевидна, как и пренебрежение к этому нехитрому приспособлению со стороны наших водителей. Рейд ГИБДД в следующем репортаже. Ремень безопасности надо пристегивать обязательно, потому что вы подвергаете опасности свою жизнь. Средство пассивной безопасности. В эту категорию входит и специальный ремень, предназначенный для удержания пассажира в автомобиле на месте в случае аварии или внезапной остановки. И, что немаловажно, предотвращает перемещение последнего по инерции и гарантирует ему безопасное раскрытие подушек. Однако не все участники дорожного движения хотят признавать всю степень серьезности таких проступков, выявлять, предупреждать и наказывать нарушителей на дорогах, призван рейд сотрудников госавтоинспекции. Так, вам сейчас выпишут штраф по статье 12.5, часть 3.1. Если впредь еще будете допускать, вам выпишут требования, и вы можете подвергнуться административному аресту. В ходе данного мероприятия нами было выявлено водители, которые управляют транспортным средством без ремней безопасности и перевозящих детей без детского деющего кресла. В отношении этих водителей было составлен административный материал за перевозку детей несовершеннолетних по статье 12.23, части 3. Если у нас водитель будет пристегиваться ремнями безопасности, у нас тяжесть последствий с летальным исходом и черепно-мозговым травмам намного будет меньше. Рейдовые мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий, также на снижение уровня смертности и травматизма на дорогах республики, заинтересовал и просто проезжавшего водителя Султана Мальсагова. Он уже около 40 лет является участником дорожного движения. Признается, с какой болью вынужден читать новостные сводки ГИБДД в последнее время. خاطر دوخ مديوي نقي شو هاد يخر درس ديهن مشين شرط للري شو عفرشك كيشنا يبوز لا كينا شو صودق ريمين تاعتو غري والله باش هادو سوا شو هاد يخر درس ديهن ملو دولار شديهن قنبق بريت شرا شقيدة تقاشرة شان برحيش شان أتحش دخل ديانا نني يخر ديهن سكورس شو شورت خل شو آخر شورت خل ديال دش. Так называемый Назрановский круг, где нарушителей только и успевают фиксировать сотрудники ГИБДД. Не ремень безопасности, так отсутствие автокресел. Последние, кстати, призваны обеспечить безопасность самой незащищенной категории граждан – детей. Зачастую при экстренном торможении либо резких маневров это нехитрое устройство существенно снижает вероятность смертельной травмы. С начала этого года, к счастью, у нас не зарегистрировано ни одно дорожно-транспортное происшествие с участием детей, пассажиров. С аналогичным периодом прошлого года у нас идет снижение. И чтобы в дальнейшем, в течение года у нас не было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием детей, мы будем проводить эти мероприятия регулярно с общественностью, с духовенством. Вручение буклетов или памятки с надписью «Сбавь скорость, сохрани жизнь» звучит как призыв к совести, предупреждение об ответственности за необдуманное поведение на дорогах и пренебрежение правилами дорожного движения. Михаил Тангиев, Адам Бережков, Асхабил Акиев. Новости 24. Ингушетия присоединилась к международной акции «Перекличка победителей». С этим проектом в республику приехала журналистка Светлана Карелова. Она уже объездила города России и приглашает с собой в эту ответственную миссию всех желающих. Подробности в сюжете.
Совсем скоро вся страна будет отмечать знаменательный день – 75-летие победы над фашистской Германией. В Ингушетии ветеранов Отечественной войны осталось совсем мало, всего 3. Члены обществ максимально стараются проводить повсеместные мероприятия. Сегодня виновником торжества стал сражавшийся за Малгобек герой Камбулат Гайсанов. Для него накрыли стол, ему дарят подарки, поют песни и читают стихи. Веет с поля ночная прохлада, сиявый цвет облетает густой. Депутаты, юноармейцы, женский комитет, родные и близкие сегодня окружают его в читальном зале, где проходит мероприятие. Главным гостем стала здесь также и Светлана Карелова, журналист, писатель из Москвы, автор многочисленных проектов, таких как «Эхо Алтайского края» и «Перекличка победителей». Она с собой привезла материал проекта, куда вошло и интервью Камбулата Гайсанова. Еще в прошлый визит Светлана записала нашего героя и показала его защитникам из Ленинграда, Москвы, Грозного, Португалии и Дании. Есть поручение от ветеранов. Самое главное – беречь мир, соблюдать самые элементарные семейные правила. Это самое главное и самое ценное. А семейные правила – это не только, конечно, все начинается с семьи, конечно, все начинается с своего региона. Но семья – это наша планета Земля. Вот что мы стараемся донести в этом проекте, чтобы все понимали, что Земля-то она одна, она вселенная, ее надо беречь. Все в зале выражают благодарность защитнику Малгобека за его вклад в победу. Эта война – вечное напоминание о мужестве и отваге, стойкости и непоколебимости наших дорогих солдат 40-х на полях сражений. Ради будущего страны они рискнули своим счастьем, судьбой. Их подвиги и тяжкий труд сделали эту победу возможной. Мы сегодня, как представители Народного фронта, тоже принимаем участие в этом мероприятии и хотим от всей души пожелать здоровья, благополучия Камбулату Абукаровичу. И от себя мы решили подарить ему небольшой подарок, скромный. Телевизор будем вручать ему сегодня. Подобные мероприятия стали жизненной нитью героев той войны. Благодаря им они чувствуют, что никто не забыт и ничто не забыто. В потомках воспитывают благородную память о тех, кто подарил нам свободу от фашизма, и учат ценить тот мир, за который отданы миллионы жизней. Сегодня поздравляем нашего дорогого ветерана. Этот проект она ведет уже давно, Карелова. Она собрала интервью со многих республик нашей страны, зарубежья. Недавно она была в Ленинграде, где чествовали День блокады, юбилей, и там показала всю перекличку. И вторым по кадрику идет наш Гайсанов, у которого она взяла интервью. Камбулата Гайсанова вдохновил подобный прием, так же, как и перекличка победы. Благодаря проекту он понял, что за рубежом тоже помнят об отваге наших защитников. Я ни за что в жизни. Светлана Карелова уже дальше отправится в свое творческое путешествие по другим городам, героям других регионов, чтобы донести материал о соотечественниках каждому. А в апреле она приглашает всех принять участие в автопробеге, начиная с Грозного и до Центральной России. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Новости 24. Министерство по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ингушетии приглашает школьников в возрасте от 14 до 17 лет принять участие в региональном конкурсе видеороликов «Я расскажу вам о победе». Его цель – популяризация победы в Великой Отечественной войне как формы патриотического выражения гражданского долга, любви к родине, интереса к истории своей страны. Конкурсанты должны представить видеоролик, в котором содержится информация о ветеранах ВОВ, об их подвигах, о ходе военных действий, об отношении автора к победе в войне. Продолжительность ролика должна составлять от 1 до 2 минут. На конкурс принимаются только индивидуальные работы, которые необходимо представить в Миннац до 10 апреля этого года. Подведение итогов и объявление победителей состоится 30 апреля. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Хуран Заитов был выслан 8-летним ребенком. В те дни он мало что понимал. Куда тяжелее были более поздние утраты. Через несколько лет он потерял и мать, и отца. Рано начал работать, чтобы прокормить семью. Еще одна линия жизни в репортаже нашего корреспондента Жаридат Халухоевой.
Наш поезд тронулся в час ночи. В нашем вагоне было 2 буржуйки, с помощью которых мы грелись, топили снег и готовили есть. Много людей умерло в этой дороге. Несправедливые 22 дня, полные неизвестности в холодном вагоне эшелона. Несмотря на свой 83-летний возраст, Хуран Заитов помнит их отчетливо. Как пытались согреться и ели единственное, что успели взять – кукурузу. Их долгий путь закончился 16 марта 1944 года на станции Кокчетавского района. Уже оттуда кто-то на санях, а кто-то своим ходом. Они шли 150 километров, чтобы добраться до села Рухловка. В селах были специальные места для приезжих. Мы останавливались на ночь там, а утром продолжали путь. Когда мы уже добрались, нас собрали в местной школе и распределили, кто где будет жить. Мы попали в дом к немецкой семье. В год депортации Хурану было всего 8 лет. Всю тяжесть положения, как делится дедушка, он осознал только в 1948 году, когда от тифа умерла мать, а годом позже болезнь забрала и отца. 3 брата и сестра. Они остались на попечении у бабушки. Тогда Хуран был самым старшим. Он начал работать в колхозе, пас лошадей и собирал зерно. В 1952 году, когда наши дела начали улучшаться, моих братьев увезли в детский дом. Пока я собирал все справки и документы о том, что я работаю и есть чем их содержать, ушло больше 2 месяцев. Был конец осени. Сплоченность и желание строить дальше свое будущее среди незнакомых мест и людей – вот что держало их все это время. Уже в 1954 году Хуран окончил курсы тракториста и был полноценным работником колхоза. Позже появились грузовые машины, так что я, бросив трактор, пересел на грузовик. Работать стало намного легче. В общей сложности мы прожили в Казахстане 43 года. Мы вернулись только в 1987 году. Домой дедушка возвращался с 2 детьми и женой Тамарой. Депортированная 2-месячным ребенком, спустя 13 лет она была в числе первых, кто воспользовался возможностью вернуться на родину. Однако, как иронична жизнь, через 10 лет она вновь приехала в Казахстан. Теперь по собственному желанию, в статусе хозяйки дома Заитовых. Масайтна баргит бетта, баргбитта, баркуач болса. Санария солыш, сун, врязахан, айгрксо в Казахстане. Этот союз позволил переосмыслить многое, говорит бабушка. Все годы депортации народ не сломался, а только стал сильнее. Все верили в справедливость, и она случилась. Возвращение на малую родину стало для них торжеством добра. Тоже пульман, вагон был. Абсолютно никаких удобств, ничего. Так перебивались с едой, зато домой ехали. Это нас устраивало сильно. Все вместе, все вместе ехали. Сегодня жизнь Заитовых полна теплом в окружении детей. В доме, где за столом всегда есть хлеб. Шарадат Хулухоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Госдума готовится во 2-м чтении обсудить законопроект, который касается снижения пенсионного возраста. С прошлого года началось повышение пенсионного возраста. Он постепенно увеличивается до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом одновременно повышается и возраст получения негосударственной пенсии из НПФ. Иными словами, денег, которые люди сами откладывали себе на заслуженный отдых, пока работали. Если законопроект примут, то получить накопительную пенсию можно будет на 5 лет раньше, чем страховую. Кстати, выходить раньше на пенсию будет совсем не обязательно. Людям дадут право получать накопительную часть выплат раньше, но они сами смогут решать, воспользоваться ими или нет. Известные экстремалы России в эти дни покоряют горные вершины Джейрахского района. Напомню, в Ингушетии проходит чемпионат страны по альпинизму в техническом классе. Наша республика принимает его уже в 3-й раз. В этом году для скалолазов создали дополнительные условия. Появились новые альпинистские маршруты наивысшей категории сложности. Подробности в репортаже. Эта любительская съемка камерой мобильного телефона заинтересует и опытного экстремала. Горная стена, как называют альпинисты, массив Кязи просто усыпана сейсмическими неустойчивыми каменными глыбами, которые то и дело угрожают отколоться и полететь вниз. Поэтому важно и нужно выбрать правильный маршрут, что и делает Татьяна Тимошенко. На картинке все понятно. Когда ты подходишь к скале уже, к рельефу, то немножко теряется ориентация. Поэтому нужно скорректировать, влево двигаться, вправо, там, идти на ИТО, там, нависание и так далее. Вот и все.
Преодоление препятствий или капризов природы – все средства хороши, тем более, что список снаряжения альпиниста достаточно обширный. Михаил Торшин, участник из Воронежа. Уже завтра он со своей командой направится к тому седовласому великану. Тут по большей части это все для преодоления скального рельефа, да, получается. Ну, это фифы, крючья, их молотком забивают в скалу, ну, соответственно, прощелкивают оттяжку, ну, в оттяжку веревку, получается точка страховки. Горная стена протяженностью в 1 километр. Для многих альпинистов уже пройденный этап. Впереди 2 дня для преодоления маршрута под номером 12. С этой задачей вышла в поход команда из Красноярского края. Важно отметить и то, что по степени сложности горный массив Кязи относится к наивысшей 6-й группе. Ну а это все зависит от того, от сложности маршрута, от его технической сложности. Вот эта стена, допустим, если об этой стене говорить, вот с этой части, вот она рыжая, там цветом ее хорошо видно, это нависание уже. То есть это очень сложно, и представить нависание, ты лезешь по нависающей стене. Ну и, соответственно, там ночуешь и живешь. Говорить о безопасности как самих маршрутов, так и спортсменов, а главное, нести ответственность за это может только настоящий эксперт, уверен и главный судья чемпионата Николай Захаров. Он познакомился с альпинизмом еще в 1972 году. С тех пор эта спорткультура стала смыслом его жизни. Участник многих чемпионатов Советского Союза и России. Он также отличился восхождениями на разных вершинах мира, в том числе и на Гималаях. У нас 2 критерия оценки – это сложность маршрута и время прохождения его. По этим критериям сейчас лидирует красноярская команда, Красноярский край, следом Санкт-Петербург, вот. На 3-м Воронеж, это тоже очень хороший результат. Еще несколько команд есть, которые близко вот идут. И вот они сейчас конкурируют, но будет все решать вот эти восхождения, которые сейчас они совершают. Впервые в Ингушетию я попал 4 года назад. Мы проводили здесь первый чемпионат. И я вообще влюбился в Ингушетию, потому что здесь не только горы красивые и хорошие, сложные, здесь еще люди гостеприимные. Жизнь спортсмена полна рекордов, побед и достижений. К сожалению, травм, порой несовместимых с жизнью. Дежурная бригада скорой помощи и сотрудники поисково-спасательного отряда «Арамхе» готовы среагировать в любой момент. Первый же день начала чемпионата у них парень сорвался, рабочий срыв был, ударился об стену и чуть-чуть сознание потерял. Но его спустили, сами же альпинисты спустились, спасатели сюда подняли. Но он в сопровождении спасателей спустился сам. Ничего такого серьезного не было. Но ребята с Нижегородской области, по-моему, они снялись и уехали. Таких-то вот серьезных травм такого не было. Следует отметить, что пока одни альпинисты заняты освоением высот горной Ингушетии, другие же времени даром не теряли и уже давно покинули базу для тренировки. Жарадат Хулухоева, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24. В Малгобеке продолжается первенство Ингушетии по боксу среди юношей 2004 и 2005 годов рождения. Открытые соревнования проводятся в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса города Воинской славы. Право лучшего оспаривали более сотни боксеров из различных городов и сельских поселений региона. Помимо наград первенства, победители получат путевку на северокавказские соревнования. Репортаж Микаила Тангиева. 120 спортсменов, 13 весовых категорий и огромное желание показать все свое мастерство. Лучшие боксеры со всей республики борются за медали и грамоты регионального турнира. Главный приз – путевка на первенство СКФО. Многие из ребят месяцами готовились к этим соревнованиям и в прямом смысле не намерены сдаваться без боя. Несмотря на свой юный возраст, на ринге эти ударники чувствуют себя как рыба в воде. За выход в финал бьются спортсмены весовой категории до 46 килограмм. Возможно, техника у них и не самая лучшая, но вот соревновательный дух присутствует с лихвой. Стремление одолеть соперника в этом поединке сильнее оказалось у боксеров в красном углу ринга. Судьи единогласны в своем решении. Тренировались утром и вечером, 2 тренировки в день, и я больше делал акцент на технику. Поединок был очень хороший, соперник был очень сильным, психологически я был отлично готов и этим сопортился. Второй поединок прошел еще зрелищнее, чем предыдущий. Оба спортсмена, не желая уступать друг другу, ведут ожесточенный бой за право быть первым. Стимул каждого бойца можно понять, ведь даже разница в 1 очко может повлиять на исход поединка.
По результатам трехминутной встречи спортсмен в красном без преувеличений кровью и потом вырывает победу у соперника. Аслан Исмурзиев учится в 8 классе и все свободное время уделяет этому виду спорта. Бокс как стиль жизни, признается Аслан. Удается ли тебе совмещать уроки, учебу со спортом? Да, успею все. Как это у тебя получается? Но после школы я прихожу домой и сразу иду на тренировку. Я должен был выиграть этот бой обязательно. Этот бой для меня важный. Я сейчас в финале. Пускай в зале и не так много болельщиков, но их поддержка ничем не уступает той, которую можно увидеть во время престижных поединков на арене Madison Square Garden в Лас-Вегасе. Немало в зале и родителей, которые привели своих детей на соревнования и в целом одобряют увлеченность нашей молодежи спортом, здоровым образом жизни. Каждый бой – это 3 раунда по 3 минуты. Не всякий боец может выдержать такую нагрузку. Но на это первенство съехались сильнейшие спортсмены со всех районов Ингушетии. Впрочем, самые выдающиеся результаты показывают ребята из местной секции по боксу. Наставники, в свою очередь, объясняют, упорные тренировки и правильный подход к ученикам и есть залог успешного выступления на любых соревнованиях. Брать одного боксера и за ним бегать, вот у нас такого нету. Мы работаем со всеми. И по воле Всевышнего у нас все получается. Ну, у нас своя тактика работы, и она успешно у нас проходит. 8 человек у нас в полуфинале, сейчас уже 2 в финале, 6 еще должны боксировать. Ну, надеемся только на победу. По словам главного тренера по боксу Макшерипа Мистоева, при должной поддержке появилась бы возможность проводить турниры на более современном уровне. Но в то же время нельзя не отметить, что развитие этого вида спорта не стоит на месте. Тренера работают, молодцы. Я хочу поблагодарить всех тренеров, которые работают. Готовить спортсменов, родителей, которые поддерживают, помогают этим ребят, присылают на соревнования, на тренировки. В общем, работа кипит у нас. Спортивный год, можно сказать, только начался. Предстоит еще немало турниров, но победителям этих соревнований тем более расслабляться еще рано. Впереди первенство СКФО и шанс заработать новые достижения в копилку Ингушской школы бокса. Михаил Тангиев, Асхабил Акиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.